Санжыра борборунун кийинки сапары Кемерово областынын Таштагол районунда Таштагол район борборунда жашаган шор кыргыздарына сапары узулантылды. Мурун кыргыздардын байыркы уруулары болуп эсептелинген Шор, Иркит, Мүркүт, Качин жана башка деп аталып 89 уруулар болгон. Шор кыргыздары болсо байыркы кылымдардан бери тоо кендерин иштеткен уруулардын санына кирет. Мал багышкан эмес, азыр дагы мал багышпайт. Жалаң тоо кен иштетүү комбинаттарында иштешет. Таштагол районунун шаар баштыгы Мария Охранова Идигишеванын үйүндө конокто болдук. Бул үйгө чейин Алтай Республикасынан Алтай жазуучулар союзунун төрагасы Боронтой Яңгыбыш Бедюров бизди коштоп узатып келди. Спасибо большое. Нет, еще раз надо для камеры. Да, для камеры. Сиз заметьте, да, то что-то я ждал. Күтүп аткам да тиги Мария Охрановна. Сиз бияка берип койсоңуз. Нормально чыгып койсоң. Нормально. Да. На нашей дирекции. Тише, потише. Сейчас еще раз. История, как говорится, если перевести. Личный вам подарок. Кыргызский сувенирный шахмат. Она никогда не теряется, никогда, в общем, не ломается, в общем, вечно можно играть в это. Ого, блин, ничего, какой здоровый. Чуть-чуть повешать можно, что ли? Абшах это не настоящее название. Абшах это дедушка. Это вы почтительно. Абушка. Вы называете настоящее имя. Абушка, Абшах это почтительное имя. У нас это есть. Мы его почитаем. У нас есть деревня Апшьяхту, это значит там, где водились медведи. А я сначала думал, что это место, где жил старик, а на самом деле это медвежье место. Апшьяхту. Ну и задним скажу тост, да? Хорошо, давайте. Ну, біз әйдіре чапс, біздің қарындаштар келгендер. Ну, қарындаштар, да? Біздің әтшілеріміз келділер. Матап чақшы пазарлар. Біз көрербіз. Нәрі келген ұжын біз матап өріншапыз. Бұдай бұл мінді чақшы чөркер пазвалар біздің чозақтарымыз. Біз қағаны номер стар. Ой, я сказала, что хорошо здесь привезли. Ну и написанное подарить потом нам. Хорошо, да. Счастье. Ну, абырғаз күчелер, матап чақшы, чадар, мындай күліктер, паштер, матап чақшы керсе болсын, чолырың ашық болсын, чолырың ары болсын, идайчабыз. Матапчы күліксер. Но говорю, что пусть белый дорога светлая, молодцы. Чтобы это... Молодцы. Такой идея пришла в голову. Это же вообще замечательно, да? Да. Обойти все тюркоязычные народы, написать это. Все тюркоязычные же получается, да? Молодцы. Получается 40 томов, 40 или что, 40 ваших этих... 40 родов, 40 томов. Да, ваших? А вы нас куда отнесете, я не понимаю. А вы к нам? Они не случайно приехали. А то родственники. Место, может, не найдется. Ваши роды на каждой книге будет. Да? Да, каждая книга будет. Каждая книга. Алтайские роды. Вы должны вот объяснить, какие роды у вас есть. Арга, Кобы, это все должно быть. Ну там подарок еще будет. У Сергея Владимировича там тоже хороший подарок лежит, но он так у нас там лежит. А вот это от нашего дома. Кто заходит в дом, уже знает про Антон Янкович, что у нас обязательно должен быть какой-то подарок замечательный. А это поясочек с национальными орнаментами, написано, что горная Шория. Çok rahmat. Rahmat. Sizlerden andaydı. Alkışlı. Алкыш болсын. Это правильно? Вот вам лично тоже вот такой вот этот магнитик. А вот это Бранту Янгевич. Бранту Янгевич мы вам уже не дарим поясочек. Поясочек, я свой человек. Бранту Янгевич, мы вам еще вот такой подарим. Ну зачем? Я же обратно поеду.
Таштагол район борборунун тарых музейинин экспонаттары негизи биздин мамлекеттик тарых музейинен бир нечесе көп кылат. Ал эми Кемерово облусу боюнча шор кыргыздарынын саны болгону 32 000 кыргыз болуп эсептелинет. Ушундай салыштырмалуу тескери көрүнүш кээде адамды ойлонтурмайынча койбойт. В середине 19 века на территории Горной Шори шла активная миссионерская деятельность. И отец Василий Вербицкий, он не только крестил, но и внес большой вклад в развитие науки. Он подробно описал фауну и флору Горной Шори, и все свои данные отправлял в Московскую академию. И также он является автором и составителем словаря алтайских и ладахских наречий. Иоанн Штыгашев – это его ученик. Он шорец, автор первого шорского букваря, стихотворений на шорском языке. И как представитель коренных народов он присутствовал на коронации Николая II. Василий Жданов – это ученый-тюрколог, немец, да, ему принадлежит название шорцы, то есть до середины 19 века шорцы назывались кузнецкими татарами, жили родами, было около 17 родов, и каждый род имел свое название. А когда Радлов приехал в Горную Шорию, первый род, который ему встретился, это был род Кара-Шоры, по этому роду он всех кузнецких татар назвал шорцами. То есть до середины 19 века вы нигде в этих документах не встретите такого народа, как шорцы. Да? Были или кузнецкие татары, или мразские татары, или кондомские татары, в зависимости по каким рекам проживали. Ну вот Василий Радлов внес новый термин в название этого народа, и с середины 19 века кузнецкие татары стали называться шорцами. Само название шор переводится по-разному. Да? Есть шорский поэт Степан Тарбоков, который переводит шор как печаль. Да? Есть вот такой вот музыкальный инструмент, шор, который в виде флейты, да, из которого можно извлечь только такую грустную мелодию. И вот он как бы назвал это как печаль. А Геннадий Васильевич Костачаков, это вот современный филолог, он переводит слово «шор» от слова «тор». «Тор» – это корень слова «турана», «журавль». То есть получается, что у рода шор тотемное животное было журавль. И по легенде шорской именно журавль во время ледникового периода, когда люди замерзали, слетал к Ульгену и попросил у него огонь для того, чтобы люди могли на земле выжить. Да? Но Ульген не давал, и журавль дождался, когда он уснет, и во время сна украл у него уголек и принес на землю, чтобы люди могли согреться. Надежда Теренкова – это ученая, она работала в 30-х годах 20 века, когда вышел указ Сталина о том, что все народы России имеют право на развитие своей культуры, языка. Студенты Ленинградского университета были отправлены на различные точки России. И вот в Горную Шорию приехала Надежда Теренкова. Она автор грамматики шорского языка и шорского фольклора. Очень много ее работ осталось неизданных, потому что во время блокады Ленинграда она погибла, то есть, к сожалению. И поэтому, по тому объему, который она провела такую большую, огромную работу, и по тому материалу, что она собрала, ей дали ученую степень. То есть специально она написала работы какие-то научные, но вот провела такую большую собирательскую. Леонид Потапов – это автор очерков по истории Шории. У него очень много интересных работ по истории Горной Шории и по религиозным верованиям, по быту шорцев. И я вам говорила, шорцы жили родами. У него есть такая интересная монография, называется «Теле», если знакомы. То есть у шорцев, я говорила вам, жили родами, есть один из родов, это род Челей. И в этой монографии он говорит о том, что род Челей, Теленгиты – это род в Горном Алтае, и Телеуты, которые проживают на севере, и Кузбасс у нас, это когда-то они составляли одно племя Теле, которое кочевало по всей территории Сибири и составляло Джунгарское ханство, то есть это были войны, и когда Джунгарское ханство пало, это племя Теле, оно как бы
мигрировала и расселилась в разных местах. И вот как бы теленгиты, телеуты и род телей, там фенетические различия произошли, они являются потомками этого племени Теле. Ну, это его версия, мы можем соглашаться, не соглашаться, но это его. Но вообще, то, что род Челей пришел в Горную Шорию позже всех, это можно извлечь из фольклора, да, потому что есть такая легенда про Челей, про род Челей, что он был младшим братом. Младший брат, значит, вот последний, да, и чтобы его приняли в свою семью, ему пришлось скатиться с лыжи, на одной лыжине с горы Мустак. Чтобы доказать, что вот он член этой семьи. То есть, и сам фольклор говорит, вот есть такой жанр у шорцев, такпак называется, типа частушек, да, что вот у рода Челей нет земли, а которая есть, она хуже болота. То есть, когда челейцы пришли, все земли были заняты, и они селились или на тех землях, которые им позволяли занимать, или вот на таких вот болотистых местах. То есть это и все документы о роде Челей, они начинаются с 17 века. Вот, то есть это род Челей в Горную Шорию пришел уже в более позднее время по сравнению с другими родами. Работает он в музее Кузнецкая крепость, город Новокузнецк, вот археолог Юрий Ширин. В 2010 году на слиянии трех рек Пызасака, Бырзы и Мрасу было найдено вот такое древнее захоронение, которое датируется, видите, 7-6 веком до нашей эры. Это вот женское захоронение, то есть женщина. И судя по тем находкам, которые были сделаны в ее захоронении, можно сделать вывод, что через Горную Шорию проходили древние торговые пути, которые соединяли Минусинскую котловину и Горную Алтайку. Вот эти керамические изделия и бронзовые изделия, они тому свидетельствуют. Вот эти бронзовые изделия, они были найдены у изголовья этой женщины, да, то есть они были костным каким-то украшением. И для того времени эти бронзовые изделия считались очень дорогими, и не каждый человек мог себе позволить иметь их. Поэтому решили, что женщина имела какой-то социальный статус, или она обладала какой-то силой, да, потому что вот это бронзовое зеркало, вон там, видите, оно было сверху придавлено камнем. То есть, когда раскапывали, сперва нашли камень, а через небольшой слой земли уже нашли вот это вот бронзовое зеркало. И есть такое поверье, что детям до года нельзя смотреться в зеркало, да, потому что они еще ходить не могут, и они находятся на грани двух миров, да. И поэтому вот это вот поверье идет с древности, да, потому что вот люди, которые обладали вот такой вот силой, они могли потом даже через вот эти культовые предметы забрать душу, да, и поэтому вот камень служил знаком предупреждения о том, что здесь захоронен не простой человек. Национального парка инспекторами, да, это якобы считают, что это строит, валит деревья снежный человек, а коня, лошади тоже на гриву заплетает тоже снежный человек. На самом деле, если взять коренных жителей старых, то можно узнать, что гриву заплетает горностай, да, потому что им очень нравится лошадям, когда их гриву или хвост чистят, да, и поэтому вот они спокойно стоят, даже как под гипнозом стоят, когда их это заплетает. Ну, понимаете, да, вот это здоровое существо, какая лошадь подпустит к себе, да, оно убежит и ни одна лошадь не подпустит. Да, это вот старообрядческая изба. Показано соединение строительства русской избы, да, и шорской юрты. Видите, есть потолок, но нету крыши, да, как у юрты. Есть вот такие перекладины, на которых что-то сушили днем, то есть сети, рушишь, ну, там лыжи можно было положить, просушить, да. А были вот такие вот лавки, на которых днем сидели, на ночь застилали овчиной и спали на них. Вся посуда, видите, была сделана из дерева или из коры берестяной, березовой, да, из березки. Видите? То есть на березе находили кап. Я автор книги Чингисхана, трилогия Чингисхана, Темирман, Османский период. За Чингисхан мне турки дали золотой медаль, как в книге написано,
Лучшая книга повести 21 века. Таштоғыз шаардык музейинин директору Шихалева Надежда Григорьевнанын кабылдамасында болгондо Надежда Григорьевна бизди жылуу кабыл алып көп өз ара сүйлөшүүлөр болгондон кийин сиз бир чети картограф экенсиз. Бул китепте түрк, перси, алтай, фин-угурлар тилинде мынча проценттерден турат. Ал эми мынабу непонятным языкка жазылган деген терминдерди сиз түшүнөт болсоңуз деп китепти берди. Ал китепти карап окуп көрсөм, ал жалаң кыргыз тилинде жазылган китептер экен. Бул китепти мен бияка алып келип кийин 2015 жылы Тоолу Шор кыргыздардын географиялык топонимдик орусча кыргызча сөздүгү деп жарыкка чыгардым. Элистых ползар, чакши чадар, пистың аргыштыр ползу. Будьте нашими друзьями. Счастья. Спасибо. Спасибо, большое спасибо. Биздин экспедицияны Таштоол шаардык шаманы силердин жолуңарды ачып берем деп ошол жерде жашаган кыргызстандык жарандар менен чогуу шамандардын ырым-жырым жасаган Мустак тоосунун астында жерге алып барды. Шор элинин кудайдын аты Мустак деп аталат. Мустак менен катын үй бүлө түзүп чогуу жашашып 18 эркек балалуу болушат. Кийин ал 18 бала эр жетип чоңойгондо айлана тегерегинде жашаган элдерге жардам беришпейт. Ошондо Кудай Мустакты алып кетип, катын өзүнчө жашап калат. Кийин катын Кудайга арызданып, Мустак күйөөсүн издеп Кудайга барганда Кудай мынтип айтат: "Силер 18 эркек балалуу болдуңар, бирок балдарыңар эч кимге жардам берген жок. Ошон үчүн мен сенин күйөөңдү бөлүп кеттим сенден" деп жооп берген. Эми мынча арызданып келгенден кийин мен да бир шарт коём. Күйөөңдү изде, бирок көзүңдү таңып алып изде деген. Ал азыркы ушу Тоолу Шория аймактарын, андан кийин Түндүк Алтайды, Түштүк Алтайга чейин издеп, Түштүк Алтайдан бир зоодон учуп өлгөн. Ошол жер катын учуп өлгөн жерден баштап катын дайрасы башталат. Ушул Тоолу Шория аймактарын айланып өткөн бий дайрасы катын дайрасына кошулган жерин кыргыздар ал кезде бий дайрасы катынды өптү дешкен. Ошол кошулган жерден баштап өп дайрасы болуп Түндүк Музакаянына чейин аталган. Орустар келип жайгашып, булардын өө деген тыбышы жок болгондугуна байланыштуу өп дайрасынын ордуна оп дайрасы болуп аталып калган. Кыргыздар дайыма биримдиктүү бололу. Кыргыз элинин тарыхына жолубуз ачык болсун. Бардык Евразияда аймактардагы биздин жолубузду жолдогон түрк элдери бизди колдосун. Ушуга бардык дүйнөбүз келешекке туура түшүнсүн. Жазылган тарыхыбыз ийгиликтүү эки тилде которулсун. Элибиз дайым жакшылыкта болуп, ынтымакта болуп, тынчтыкта болуп, экономикабыз өйдө жогоруласын. Тынчтык, чындык, адилет бүт бардыгы кыргыз эли аркылуу орношсун. Халаш tutmaz. Et çok iyi tutmaz. Чтобы ваши пожелания все сбылись.